Күн, хөрмәтле достар, Юче көннән көндә оттар. Сегодня мы пришли в музей Мамонта. Вход 200 рублей. 200 рублей в тенге сколько? 1200 тенге. Ага. Посмотрим. Ну, экскурсовод, оказывается, по записи, но ничего, я буду вашим экскурсоводом. Итак, мы поднимаемся на 4-й этаж. Ага. Заходим в лифт, и мы идем через Северо-Восточный федеральный университет. Я там не была в этом музее Мамонта, я не была, а оказывается, Ника была. Самый человек, который посетил даже центр мерзлотоведения и еще музей Хомуса, краеведческий, музей Мамонта. А я вот такая вот, жила в городе, и вот не ходила я со школой только в этот краеведческий музей, и все. Потому что было бесплатно, и рядом со школой, наверное. Вот так выглядит это КФН. Это университет, кафедра этих естественных наук. Ника тут, оказывается, училась. У тебя нет микрофона, тебе нужно одевать микрофон. А тут я проходила курсы по физике. Я училась в физико-математическом классе, и тут проходили наши спецкурсы по физике. Было супер познавательно, супер круто. И учиться в университете в 10-11 классах, это тоже классно. Вот мы пришли, да? Вот это, да? Ой, а тут снимать можно, надеюсь, да? Вот посмотрите, уникальные находки музея Мамонта имени Лазарева, СВФУ, при университете Северо-Восточном. Классно. Здравствуйте. За вход где платить? Картой можно, да? За двоих. Ага, да. Да, вместе? Вместе, ага. Так как мы научная лаборатория, прежде всего, чем музей, у нас имеется холодильник. В холодильнике хранится наша Яночка. Яну нашли в прошлом году. Ей на момент смерти биологический возраст составлял 3-4 годика. Индивидуальный возраст, то есть сколько она провела под грунтами мерзлыми, более 50 тысяч лет. Вот это холодильник. Так, если хотите, яблочко, так, слоненочек, масенькая, голенькая. Голенькая, потому что мы ждали оттайки снега и льда, который ее окружал. Потому что она сама вылезла, можно сказать, из обнажения такого на высоте 40 метров. То есть вылезла ее половинка. И можете заметить, она обломана пополам. Потому что когда ждали оттайки грунтов, которые ее окружали, чтобы ее вытащить, вот, она успела обломиться, и уже все волосы остались по сути со снегом. Снег и лед стирают всю шкуру, если не демонтировать, да, то есть не вытащить животное сразу. Ясно. На задних, ну, точнее, на передних лапках можете заметить, сохранилось все. Мясо, волокна очень хорошо видно. Яночка названа Яночкой в честь реки Яна, рядом с которой была найдена. А там вдалеке с бивнями и конечности виден малоляховский мамонт с кровью, найденный в 13 году. И он уникален тем, что пролежал под землей в мерзлых грунтах более 28 тысяч лет и сохранил в себе живую кровь. Нифига. То есть, когда его начали откапывать с земли, случайно задели хобот киркой, и с хобота начинает течь прям кровь, жидкая. У остальных всех экспонатов кровь замерзает обычно, а вот этот малоляховский сохранил живую кровь. Да, поэтому благодаря нему, по сути, возможно, будет в последующие года клонирование мамонта как такового. Будет видоизмененная яйцеклетка слона под ДНК мамонта, который мы прочитали как раз в крови и мягких тканей. Также потом эта яйцеклетка видоизмененная поместится в матку индийской слонихи. Потому что она наиболее похожа по строению и сможет выносить слона мамонта. Это будет не чистый мамонтенок, это будет слона мамонт. Чистенький слоненочек. И по оценкам экспертов в Америке уже поставили планку в 2028 году.
уже должен по Аляске бегать мамонтенок. Так что ждем. Классно. Но знайте, если мама все-таки появится, да, живой мамонт, Ага. то он будет иметь якутские корни. Да, он будет выходить из нашего да, потому что более 80% всей мамонтовой фауны, найденной в мире, Ага. это у нас в республике. А вот такие сохранившиеся, прям с мясом, с кровью, конечно, только у нас. Благодаря мерзлоте. Спасибо огромное. Круто, спасибо. Как познавательно. Вообще, спасибо. Было максимально познавательно, ребята. Вот бюст Лазарева Петра Алексеевича, палеонтолога, доктора биологических наук, в честь которого назван вот этот музей мамонта. Вот его работы, грамоты, книги. Можете посмотреть. Дальше давайте посмотрим, перейдем к... мы рядом должны ходить вообще, потому что чтобы звук был качественный. Извините, пожалуйста. Да, как в прошлый раз. Все, пошли. Теперь мы идем. Посмотрите. На самом деле, вот сам музей такой небольшой. Но есть, вот, смотрите, тут даже кожа шерстистого носорога. Есть экспонат. Там покажи еще вот мамонт сверху. Это просто, посмотрите, какой красавец. Вилюйский носорог 1771 года. Первая в мире хорошо сохранившаяся находка шерстистого носорога. Найдена якутами охотниками в декабре 1971 года 18 века на берегу реки Вилюя. Вот. Дальше идем. Тут история исследования мамонтовой фауны. Сами исследователи. У меня вот, конечно, жалко, что нет самого экскурсовода, можно сказать, да? Но зато постараемся вот так посмотреть. Все равно мы приехали без записи. Посмотрите сейчас, растительные окаменелости лежат, найденные у реки Алдан. А это вот кости динозавров, Сунтарский район. Скажи, да? Интересно так. Так, это иглуски. Как-то вот в детстве мне казалось, мамонт и мамонт. Ага. Господи, мамонт у всех, наверное, есть, думала. А так посмотреть, подумать, да? А вот сейчас мы проходим растения, которыми питались мамонты. Это пушица влаголичная. Странное название. Осока прямостоящая, береза растопыренная, горец змеиный, пушница многоколосковая. Экскременты мамонта, они похожи на этот, большие, а похожи на лошадиные, посмотрите, да? Это вот, пожалуйста, экскременты мамонта. А это, смотрите, мумифицированный фрагмент желудочно-кишечного тракта мамонта. Это белый медведь. Ух ты, смотрите, вот это же получается... Это 1639, это получается где-то тут номерок должен быть. Видать, череп мамонта. Что тут придумывать? И вот это получается вот так находят. Вот под землей, под землями. И под землей находят вот бивни мамонта. Вот кости. Получается вот лед Индии. Да, посмотри, вот это вот плечевые кости мамонтов. Нижнеколымский район. Местонахождение. Дальше давайте посмотрим. А там я видела, что кто-то взял какой-то
А? Зубы мамонта. Вот посмотрите, помните, мы вот ходили в этот центр вечной мерзлоты, там были зубы Царство. мамы. Царство. Вот. Я никогда не запомню полное название. Посмотрите, это были зубы мамонтов, вот коренные и молочные зубы. Там тоже были зубы. Такие интересные, да? Разрез Это черепа. разрез черепа мамонта. Такой большой череп вообще. А это тоже зуб, бивень. Бивень взрослой самки шерстистого мамонта. Интересно, да, вот так находят в Якутии. Шерсть мамонта. Кожа. А это что? Подошва ноги. Ай, такой большой. Мумифицированный фрагмент кишечника мамонта. С костным мозгом. Посмотрите, костный мозг какой интересный. Вот мы же кушаем костный мозг жеребенка, да? Коровы. Так вкусно прям. Интересно. У него какой вкусный. Скелет кисти мамонта и рука человека какой большой. И это все в 1971 году у реки Индигирка нашли вот такие останки. Совсем недавно. Ой, смотрите, киргилякский мамонтенок Дима. Чупулюшка маленький такой. Мы первый этаж посмотрим, да? Нормально потом. А это, получается, верхоянская лошадь. Это так, верхоянская лошадь. В 2009 году жителям поселка Батагай была обнаружена неполная туша лошади. Первоначально захоронение туши жеребенка располагалось в верхних слоях этого останца. Позже оно вместе с вмещающими породами сползло вниз по склону. Это лошадь. Батакайский бизон, покажи, вон зубы даже есть. Смотри, батакайский бизон был обнаружен в сентябре 2009 года на местонахождении Батагайка в Верхоянском районе. Является единственной в мире на сегодняшний день находкой детеныша этого вида. Индивидуальный возраст теленка около 2 месяцев. Вот, пожалуйста. Батагайский жеребенок Фуджи. Найден в середине июня 2018 года. Тот же Верхоянский район. Ага, и давайте посмотрим. Интересно, их трогать можно? Вот посмотрите, череп. Череп. А это вообще из каких-то фильмов ужастиков. Просто посмотри. Череп первобытного бизона с останками кожного и волосяного покрова. Найден в Абыйском районе, геологический возраст 42 тысячи лет. Пожалуйста. Ну просто жесть. Как необычно и красиво. А это муляж пещерного льва. Так, вот мне вот это интересно. Это вот настоящий идол, да? Смотрите. Да, носорог. Скелет носорога. Интересно, он прям... И это, видать, тоже череп носорога. Еще вот хотелось бы туда. Посмотри, Ника. Оказывается... А это что? Вот это тоже, да? Я как-то не заметила. Я как-то не заметила. Посмотрите, пожалуйста. Скелет мамонта. Череп мамонта получается. И вон там тоже сверху черепа. Жесть. Ага. А это получается скелет мамонта. Ага. Он сборный. Ага, сборный написано. Сборный скелет шерстистого мамонта. Вот эти бивни примерно весом 30-40 килограмм. Интересно. А дальше вот тоже вот. Так. Бивень мамонта с наростами.
В Верхнеколымском районе найден последний верхний коренной зуб шерстистого мамонта. Вот это зубы, как я поняла. Да. Они прям вот какие-то с какими-то вот, видишь, как будто следы чего-то. Так, нижняя челюсть старого мамонта. И зубы такие же. Мелкие уже. Так, ну сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Ага. И давайте посмотрим, что тут. Расщепленные древним человеком бивни мамонта. А дальше уже обработанный древним человеком бивень мамонта. Кости, ага. Кухонные остатки кисьянской стоянки. Это, видать, люди убивали мамонтов и, конечно же, использовали их бивни, кости для быта, получается. Так, верхний зуб. Это носороги уже пошли. Местонахождение остатков носорогов. Посмотри-ка. Нюрба, Верхневилюйск, оказывается. Ытыкёль, Амга, Батагай, Алыта. Нижнечелюстная кость носорога. А это получается череп позднего шерстистого носорога. И шерсть чурапчинского шерстистого носорога. В то время, конечно, не было никаких районов, но вот называют, видимо, вот чурапчинский шерстистый носорог, потому что в Чурапче нашли. Ага. А теперь мы видим лошадей, местонахождение остатков лошадей. Какими они, интересно, были? Явно же были такими, ну, побольше размером, да? Угу. Поменьше, да? Эволюционные изменения задней конечности антропогеновых лошадей Якутии. Лошадь Вера, Колымская лошадь, Восточная лошадь, Ленская лошадь, современная якутская лошадь. Да, они же уменьшаются, видишь как? Значит, они были больше. Якутские лошадки, ребят, они низкие же по размеру, да? Низкие, и это позволяет им как-то преодолеть такую страшную зиму, как в Якутии. Это получается, вот они, лошади. Посмотри на ленскую лошадь, она прям такая, очень волосатая. И что у нас есть? Череп. Вот смотри, твои родители же разделывали лошадей, жеребят. Череп такая же, да? Я просто не видела. Не такая же? Вот у тебя нету микрофона, как-то это... Это плохо. Не буду. Ну ладно. Продуктовым поговорим. Где? Так, давайте идем дальше. Бизоны. Ой. Бизонов, оказывается, вот местонахождение остатков бизонов находили где-то вот Белая гора. Ага. Белая гора и рядом с Уснерой. Это, пожалуйста, роговые чехлы первобытного бизона. Пястная и плюсневая кости. Посмотри. Ну, вообще, смотри. Жесть. Бизон? Вот тоже бизон. Голова короткорогового бизона. Кстати, мы сейчас переходим к овцебык. Сайгак, снежный баран. Овцебык. Сейчас же до сих пор вот в Ортодойду в зоопарке у нас есть овцебык. Где? Его привезли то ли с Канады, то ли откуда-то. И вот есть овцебык. Они такие интересные, такие большие, такие прям, ну, такие загадочные. Вот, пожалуйста, тоже череп овцебыка. Сайгак является предком овцебыков. Вот тот же сайгак.
Лось, пожалуйста. Представители семейства оленей уже более миллиона лет населяют территорию Якутии. Здесь найдены остатки широколобых лосей, относящиеся к крайнему неоплейстоцену. Лоси, северные олени пошли. Кстати, очень многие думают, что у нас тут олени везде водятся. На самом деле они водятся чуть севернее, чуть выше. Это вот уже северные районы. И там, конечно, оленье мясо чаще кушают, более северные люди. Вкусное мясо. Я любитель вообще все пробовать. Что-то экстремальное мясо какое-то, я буду все пробовать. И вот сейчас лежат вот роги северного оленя, благородного оленя, нижняя челюсть северного оленя. И еще хищник. Так, переходим к хищникам. Местонахождение остатков хищников. Пещерный лев, волк, песец, росомаха, бурый медведь. Ой, еще вот, посмотри, вот череп молодого пещерного льва. Посмотри, какая крошка лежит. Устьянский район. Солнышко лежит, маленькое такое. Ой, интересные черепа, да посмотри. Вот. Придумает же природа. А теперь тут можно пофотографироваться. Вот, посмотрите. На мамонта и мамонтенка. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился такой маленький мини-обзор музея мамонта. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Если не понравился, тоже, пожалуйста, будет приятно. Я постаралась максимально рассказать, но в этом музее я впервые. Очень интересно, прям было бы классно с экскурсоводом, но мы постарались отснять вам вот с Яночкой, да? Девушка так классно рассказала. Надеюсь, все будет слышно. Вот. А тут любительская съемка бесплатная, оказывается, что очень хорошо, а профессиональная стоит сколько-то там, 1500, по-моему. 15 тысяч рублей. Вход здесь 1200 тенге, это по 200 рублей. Так что приходите в гости, приезжайте и смотрите музей мамонта. Все, всем сабу миздар.